Бон. Древняя тибетская религия. Работа написана в соавторстве с Брониславом Ивановичем Кузнецовым. Когда в середине VII века по приглашению тибетского владыки Сронсангампо в Тибет явились из Индии буддийские монахи, то они столкнулись там не с первобытным язычеством, почитанием сил природы, не с шаманизмом, практикой вызывания духов, и даже не с культом мертвых предков, а с продуманной, теоретически отработанной религиозной системой, носившей название Бон. Несмотря на активную поддержку центральной власти, буддистам пришлось выдержать тысячелетнюю борьбу, в результате которой им не удалось достигнуть полной победы. До сих пор в Тибете наряду с желтой верой ламаизмом существует и учение Бона, с той лишь разницей, что борьба между этими религиями больше не влечет за собой ни гекатомб из человеческих тел, ни потоков крови. Однако все это имело место в первые века проникновения буддизма в Тибет, VII-XI века. В специальной работе нам удалось установить, что политические формы этой борьбы были связаны с соперничеством между монархом и аристократией, но это не исчерпывает проблемы. В самом деле, социальная борьба не всегда предполагает наличие разных идеологических систем. Так, например, во Франции члены Лиги общественного блага были такими же хорошими католиками, как и король Людовик XI, а греческие басилевсы, низложенные греческой аристократией полисов, почитали тех же олимпийских богов, что и их противники. В Тибете идеологическая борьба накладывалась на социальную, и это придавало историческим коллизиям небывалую остроту. Для того, чтобы привлечь на свою сторону те или иные слои тибетского народа, религиозная система должна отвечать принятым этнографическим представлениям и настолько резко отличаться от соперничающей системы, чтобы массы могли ощущать это различие непосредственно, без сложных теологических разъяснений. В чем же было различие буддизма и Бона? Если судить по сохранившимся до наших дней материалам, то мифологическая система в обеих этих религиях имеет много общих черт. Этика обща для всех теистических систем. Рекомендуется делать добро, устраняться от зла, проповедовать истину и тому подобное. Иконография тибетского буддизма и Бона почти неотличима, за исключением направления лучей свастики. Кроме того, в процессе истории возникает новое учение Бона – Бегюр-Бон, то есть измененная Бон, компромиссная по отношению к буддизму, и тантрический буддизм, в котором стирались внешние различия между доктриной великого спокойствия и обычаями ею завоеванной горной страны. Так все-таки почему же не возникло слияние этих религий, несмотря на то, что оно устроило бы тех и других? Очевидно, наряду с чертами сходства имели место элементы различия настолько существенные, что именно они определили ход истории культуры Тибета. Наша задача в том, чтобы отыскать их и объяснить причины несовместимости обоих мировоззрений. Начнем с известного, то есть с буддизма. Буддизм, как известно, не является связью человека с Богом, потому что он отрицает Бога, а точнее относится к этой проблеме с абсолютным равнодушием. Буддизм также и не средство спасения души, бессмертия которой он, в общем-то, не признает. Целью буддизма является спасение избранных, то есть монахов, ставших на путь, а мирянам, сочувствующим буддийской доктрине, за помощь и милостыню буддийской общине монахов предлагается утешение и возможность хорошего перерождения, с тем, чтобы в одной из последующих жизней спустя миллионы лет стать монахами. Эта идея проходит красной нитью через всю сутру «Мудрец и дурак».
Мы не будем входить в идеологические тонкости различных направлений буддизма, так как в интересующем нас этнографическом плане эта проблема не дает нам путей к решению основного вопроса. Для нас важно другое. Что представляла собой община монахов, к чему она стремилась и чего добивалась? В Индии основу буддийской общины составляли не брамины, гордые своими знаниями, не раджи и воины, проливающие кровь, не крестьяне, привязанные к своим полям и семьям, не дикие охотники Ведды, ежеминутно ощущающие реальность окружающего их мира. И тем не менее буддийская община монахов существовала и росла. В системе многочисленных мелких индийских княжеств далеко не все молодые люди находили применение для своих способностей и энергии. Большинство мирилось с невозможностью сделать карьеру и добиться успеха в жизни. Но наиболее энергичные и честолюбивые персоны искали выход, хотя бы и психологический, из безвыходного положения, в которое их поставила историческая судьба. В случае прямого восстания против установленного порядка их ждала немедленная гибель, и тогда они отвергали жизнь, обманувшую их, вставали на путь ее преодоления ради достижения вечного покоя нирваны. Во имя пассивности они развивали бешеную активность, находя в этом выход для обуревавших их страстей. Девадатта, кузен Будды Шакьямуни, желая захватить власть над буддийской общиной, принял участие в государственном перевороте, так как надеялся на покровительство нового царя. Но торжества буддисты достигли только при создании обширных централизованных государств. И Ашока, III век до нашей эры, и Канишка, II век до нашей эры, и Харшавардхана, VII век нашей эры, покоряя обширные территории, неизбежно угнетали местное население и неизбежно восстанавливали его против себя. Однако правители нуждались не только в военной силе, но и в интеллигентных чиновниках, а вербовать последних из числа угнетенных было нецелесообразно. Вот тут-то и пригодилась им экстерриториальная буддийская община, в свою очередь использовавшая правителей в своих целях. А цель у буддистов была одна – перевести, возможно, большее количество людей в нирвану. Это означало, что лучшая часть общества должна была научиться пренебрегать мирскими заботами и исчезнуть из жизни без остатка. Действительно, исчезала наиболее искренняя, творческая, жертвенная часть общества, а оставался шлак и пепел, вследствие чего великие империи гибли. Несколько иначе выступили буддисты в Китае. Во-первых, в Китае проповедники желтой веры столкнулись с даосами, проповедовавшими практически сходное учение. Во-вторых, горячими противниками буддистов выступили конфуцианцы, атеисты, ставившие своей целью укрепление земного государства и общества. Буддизм сумел закрепиться в Китае, хотя и не без труда. Но даже в эпоху Тан, VII-X века, в период наибольшего распространения буддизма и расцвета буддийской культуры в Китае, эта доктрина оставалась в основном модным заграничным учением, которое охватывало главным образом небольшой круг интеллигентов, эстетов-чиновников, уставших от бесконечных дворцовых интриг. Это учение оправдывало их бегство на лоно природы, где в уединении они писали утонченные стихи, как, например, Ван Вэй, ловили рыбу, сидя с удочками на берегу озер, и пьянствовали в кельях со своими друзьями, которые приезжали к ним на время подлечить свои издерганные интригами нервы. Несколько иное положение было в Тибете. Долгое время буддистам не удавалось заполучить в свою среду ни одного тибетского монаха. Вся община состояла из иностранцев,
индийцев, китайцев, хатанцев, но благодаря поддержке монарха она удерживала ведущее положение. Для того, чтобы обеспечить покровительство светской власти, буддисты создали учение о Дхармапалах, хранителях веры, жертвующих своей душой ради торжества закона. Согласно буддийскому догмату, убийца ни при каких условиях не мог войти в нирвану, а убивать врагов буддизма было необходимо. И тогда была предложена концепция, согласно которой человек, жертвовавший своим будущим блаженством ради сегодняшней победы, достоин поклонения и почитания наряду с совершеннейшими из людей бодхисаттвами. Следовательно, ему разрешалось в этой жизни и пролитие крови, и общение с женщинами, и роскошь, лишь бы он, охранив от врагов закон, дал возможность своим современникам беспрепятственно вступить на путь. Не исключалась возможность специального воплощения, аватара, доброго бодхисаттвы, в гневной ипостаси для борьбы с врагами веры. Так, например, весьма популярный быкоголовый Ямантака, убивающий смерть, был воплощением бодхисаттвы мудрости Манджушри, и его же воплощением был тибетский монарх Тисронгдецан, 8 век нашей эры, которого никто не обвинял в мягкости. Но при всем этом надо помнить, что нигде и никогда буддисты не отступали от своего основного тезиса об иллюзорности видимого мира, хотя разные школы и расходились по этому вопросу в деталях. В аспекте этики это означало, что любовь к миру является самым большим препятствием для достижения цели нирваны. Эта характерная особенность буддизма отличала его от теистических систем христианства, ислама и веданты. Не эта ли разница в таком кардинальном вопросе была причиной абсолютного несходства буддизма и Бона, а тем самым одной из причин обострения кровопролитной социальной борьбы, которая в IX веке не позволила Тибету стать гегемоном Центральной Азии. В настоящее время Бон исповедуется в Сикиме, отчасти в Бутане, в Западном Тибете, в китайских провинциях Сычуани и Юньнани южно-китайскими народностями Мань, Лоло, Лису и другими. Материалы по бонской религии весьма скудны. Это прежде всего китайские сведения, древние и новые. Затем записки моравского миссионера Августа Франке и дипломатического агента Чарльза Белла. И, наконец, подлинная бонская рукопись, доставленная Сарат Чандрадасом и частично переведенная на немецкий язык Лауфером. Наиболее полные современные исследования по Бону содержатся в работах Гофмана и Аурела Стейна. Сведения, которые даются по Бону в европейских работах, противоречивы и туманны. Что же касается описания Бона в тибетских источниках, составленных буддистами, то тут приходится считаться с возможностью заведомой фальсификации фактов. Божество, почитаемое бонцами согласно Чарльзу Беллу, носит название Кунтузангпо, буквально «всеблагой». Но так как ничто не может, по мнению бонцев, появиться без отца и матери, то рядом с этим божеством существует богиня, выступающая то как нежная великая мать милосердия и любви, то как гневная славная царица 3 миров, управляющая всем миром, включая Китай, Тибет, Шангшунг и Ли. Ли — тибетское название Хатана. Эта богиня почитается даже больше, чем ее муж, так как сила ее связана с землей, вследствие чего она в Западном Тибете называется Земля-Мать. Согласно бонской космологии, мир устроен из 3 сфер: небесная область богов белого цвета, земная область людей красного цвета и нижний мир водяных духов синего цвета.
Мистическое дерево прорастает сквозь все три вселенные и является путем, по которому миры сносятся между собой. По одной из боннских версий, в мире, в котором не было ни формы, ни реальности, появился чудесный человек между бытием и небытием, который стал называться сотворенный владыка сущего. В мире тогда не было времен года, сами собой росли леса, но не было животных. Затем возникают белый свет и свет черный, после чего появляется черный человек, олицетворение зла, создатель раздоров и войн. Но появляется также и белый человек, окруженный светом, которого называют тот, кто любит все сущее. Он дает тепло солнцу, приказывает звездам, дает законы и тому подобное. Тибетцы знают много сортов демонов, весьма разнящихся между собой. Это лха, небожители, добрые духи белого цвета, большей частью мужчины. Они животворны, хотя бог войны Далха яростен и силен, как величайший бес. Мелкие духи этого сорта используются как защитники ламаизма. Описание белых духов у Уодделя совпадает с описанием Верхнего мира у Августа Франке, и, надо полагать, боннские боги относятся к числу белых духов. Землю населяют злые духи Цан, мужчины красного цвета. Обычно это мстящий дух жреца, недовольного своей смертью. Обитают они преимущественно в окрестностях храмов. Главные враги бонцев и ламаистов – демоны Дут, Мара, в большинстве мужчины черного цвета и очень злобные. Самые злые из них – это Дре, Лха-Дре, мужчины и женщины. Прочие духи значительно уступают по силе и размаху вышеописанным. Перечисляются бесы звезд Дон, пестрые, причиняющие болезни, демоны-людоеды Синпо и многие другие. Основателем боннской религии, заложившим основы ее иерархии и культа, считается Шенраб Мибо из Ирана, по другой версии из Шангшунга, жизнь которого датируется временем до пришествия буддизма. Сохранилась легендарная биография Шенраба, из которой можно заключить, что он жил, имея много учеников, и умер спокойно, оставив после себя исповедание с причудливо переплетенными элементами эзотеризма и прозелитизма. Согласно биографии Шенраба, учение началось с крещения учителя в Святом озере или море при участии богов, людей и нагов. Затем говорится о проповеди учения и обращении в него многих людей. И, наконец, о том, как Шенраб, обратив девов и асуров, примирил их между собой. Август Франке приводит некоторые притчи, приписываемые Шенрабу. Например, те, которые не способны понять поучение, подобны гороху, бросаемому на скалу. Или «ты будешь желать лучшего другому, как ты хочешь добра для себя». Перед смертью Шенраб предрек вечность своего учения и предсказал приход доброго учителя. Август Франке, приводя примеры такого рода, стремится доказать, что есть связь между Боном и евангельским христианством. В общем, европейский материал по боннской религии настолько скуден и противоречив, что не дает возможности не только делать какие-либо выводы, но даже строить гипотезы. Поэтому перейдем непосредственно к тибетским боннским источникам и в первую очередь к краткому изложению наиболее важных и интересных мест сочинения Зер-Миг. Это сочинение представляет собой биографию Шенраба, на которую мы уже ссылались выше. Глава 1. Предшественники Шенраба.
Первым предшественником Шенраба был в весьма отдаленные времена Тогьял-Екхен. Этот учитель проповедовал учение живым существам, которых мучили 5 ядов: гордыня, страх, гнев, зависть, темнота ума, которые могут подавить бонские боги, бог-жрец, белый свет и другие. Он спас от круговорота бытия великое множество живых существ и избавил их от физических мук. Из состояния страдания привел их в место покоя. Но на бесчисленное множество живых существ его проповедь не подействовала. Тогда он отправился в небесный дворец Бирюзовый дом, что в области Колеса Великого Света, к богу Елха, обладающему лампадой душ, и рассказал свою биографию. Их было 3 брата: чистый, светлый и мудрый. Они повсюду проповедовали учение. Потом сам он принял тело человека и имя Тогьял-Екхен и появился на земле. Проповедь была неудачной, и Тогьял-Екхен спрашивает, почему же это так получилось. Бог Елха, отвечая ему, говорит, что люди негодяи, мучимые 5 ядами, и спасти их даже он не в состоянии. Он советует учителю не отчаиваться и продолжать свою деятельность, так как за это он достигнет совершенного места. Тогда учитель отправился к богу Царь Бытия. Царь Бытия успокаивает его и говорит, что в будущем все будет лучше. Учитель подумал: боги, жрецы и бытие — эти 3 будут находиться в едином учении. Боги и бытие устали в круговороте бытия, и они выйдут из мира страданий. Затем учитель сказал, что когда он выйдет из мира страданий, то после этого в среднюю кальпу появится милосердный учитель, который всех избавит от страданий и круговорота бытия. Глава 2. О родителях Шенраба. Милосердие богов уменьшилось и милосердие бога Елха, обладающего лампадой душ. В то же время расширились и умножились страны мира. У истоков 4 великих рек в стране, что в западной части мира между горами и скалами, было государство Длинная долина Олмо-Лунгринг. Там жили индийские люди, замбулинги, и было их 4 рода: великие, имеющие отношение к царскому роду, имеющие отношение к роду князей, могущественные, имеющие отношение к роду жрецов, и низшие, имеющие отношение к роду землепашцев. В той чистой стране главным князем города Барпосагьят был выбран некто по имени Мугьял-Лангит-Хемпа из династии Му, из царского рода. Он был великим человеком, благородным, заботился о живых существах, как отец о детях. Его жена из страны Пхья была таких же качеств, как и ее муж. Так как они заботились о людях, то у них весной в 8-й день полной луны родился принц. Когда ему исполнилось 13 лет, он взял себе в жены принцессу из города Ланлин. Глава 3. О рождении Шенраба. На небе было божество по имени Чистое Дитя Бытия, который был милосерден и думал о благе живых существ. Он отправился на небо к богу-жрецу, к богу мудрости Белый Свет за советом. Изложив свое дело, он сказал, что подготовил учение и хочет его проповедовать. Бог одобрил его начинание и посоветовал появиться на земле в наиболее подходящем облике человека. «Не ходи учить к богам, боги предаются наслаждениям, нет у них свободного времени, чтоб услышать учение Бон, невозможное это дело. Не ходи учить к асурам, погрязли они в муках побед и поражений, нет у них времени слушать учение Бон, невозможное это дело. Не ходи учить в страну животных,
Они настолько глупы, что обезумели покрытым раком. Они жрут друг друга, и поэтому дрожат от страха и убегают. Этими страданиями они охвачены, нет у них времени слушать учения Бон. Не ходи к претам, не ходи учить в ад, а иди учить в страну людей, которые 6 категорий классов. Там распространи учение Бон. Он выбрал себе страну, город и семью, в которой должен был родиться, и вошел чудесным образом в жену принца. Когда Шенраб родился, то в стране наступило ликование. Люди и разные божества делают подношения родителям и ребенку и совершают вокруг них круг почета. Глава 4. О распространении учения Шенраба. С неба появляются бонские бодхисаттвы, которые приходят к Шенрабу и просят его рассказать об учении. В Боне ширина беспредельна. Если силу его действительно нести, то будет объяснено Бон в ответах, словах и предсказаниях. Так ответил Шенраб. Бонские божества начинают с восторгом проповедовать его слова. Затем они опять обращаются к Шенрабу и просят сообщить суть учения. Он сообщает: «Вы, жрецы Шенпо, которые спрашиваете, если обладаете умом средней силы, то объяснено, Бон будет как продолжение бытия». Опять боги приходят, среди богов Индра и Брама, и задают вопрос об учении. Шенраб отвечает: «Так как у меня, о вы, спрашивающие, есть благословенная высокая сила, то вам будет объяснено учение Бон черных заклинаний». Боги это восприняли и повсюду, везде, по всей земле покорили злых духов Дуд, Мара, которые мешают. Когда учителю исполняется 3 года, то он совершает в море традиционное омовение. В заключении говорится, что он объяснил то, как обращать, покорять телом, словами и сердцем. Глава 5. О почитании божеств. Учитель объяснял Бон, но люди, будучи большими грешниками, хотя и слушали, но не обращались в веру и по-прежнему рождались в аду. По милосердию своему он обратился ко всем богам-жрецам Лха-Шен, чтобы рассеять мрак кармы и вести живых и мертвых. 5 ядов жгут душу, но трудность обратить человека в том, что мешает этому демон Дуд. Учитель проповедует людям страны Олмо: прилагайте усердие, обладайте законами, предавайтесь созерцанию, учитесь мудрости, совершайте молебствия, совершайте заклинания, делайте подношения, проявляйте силу, обладайте знаниями. Избавляясь от 5 ядов, вы избавляетесь от круговорота бытия. Далее воздается хвала богам-жрецам Лха-Шен, Бон и бонской свастике. Бон — это бог-небожитель, рожденный из центра Юндун, Юнгдрун, бонская свастика. Бон — это жрец, Шен, рожденный из центра Юндун. Заклинание повторяется десятки раз. Бон — это бог, рожденный из центра неба. Бон — это жрец, рожденный из центра неба. Бон — это бог, рожденный из центра бытия. Бон — это жрец, рожденный из центра бытия. Глава 6. О почитании 300 Лхамо-деви. Учитель отправляется проповедовать на восток. Он говорит следующее: для того, чтобы рассеять мрак тела, слова и сердца, надо почитать 300 Лхамо. Его спрашивают об их признаках, и он отвечает, что бывают Лхамо сферы, творящие благо, осуществляющие суть, совершенный блеск, небесные Лхамо бесконечного неба,
Свет сияет бесконечно. 100 тысяч лучей света, распространяющие лучи света, лхаму ветра, огня, воды, земли, свет, покоряющий багровых и черных демонов Дут, хранительница солнца, обладающая светлыми лучами солнца, покоряющая демонов, лучистая луна, покоряющая демонов рыб, красная стрела-молния, покоряющая демонов, приносящих вред, лхама востока светлая лампада, обладающая языками пламени полыхающего, лхама светлая лампада, лхаму распространяющая светлый свет солнца и много других. Люди страны Хосмо, где проповедовал учитель, очистились от всех грехов, а учитель вернулся к себе на родину в страну Олмо. Глава 7. О женитьбе Шенраба. Учитель взял себе жену из страны Хосмо, чтобы быть как все люди. Приглашают жреца Брахмана, который, исследовав его жену, говорит, что у нее хорошие признаки. Воздается хвала этим хорошим признакам. Глава 8. О детях Шенраба. У Шенраба рождается сын. Появляются боги Индра и Брама и обмывают сына. Жрец Брахман исследует знаки на теле сына и находит их хорошими. Затем один из учеников спрашивает Шенраба о мире Земле, и тот отвечает: «Число материальных миров непрерывно из чистоты из ясного выходит. Частное, отдельное — вот имя мира. Оно есть название неизменного мира Вселенной. Трудно покорить его, и он действительно неизменный. Он единственный, опирающийся на основу эфира ветра, равномерно возникая, равномерно ровно разрушается. Он состоит из континентов и больших континентов, из мрака и большого мрака, железных гор и больших железных гор. Каждый маленький континент, их 3000, окружен маленькими железными горами и так далее. Глава 9. О почитании тысяч богов-девов, жрецов бытия и Лхамо-деви. Воздается хвала всем богам, а также воздается хвала и учителю Шенрабу, проповедующему на Западе. Глава 10. О том, как его Шенраба искушал демон Дут. Есть так называемое государство, обладающее лучами света свастики Бонской мрака. В центре черной армии мрака был демон по имени Проникающие длинные руки, который был очень недоволен. Все демоны обратили на это внимание и спрашивают его о причине плохого настроения. Он отвечает, что учитель Шенраб, проповедуя свое учение, отвращает людей от демонов, так что их страна может стать совсем пустой. Шенраб — великий лжец и обманщик. Я тот, кто спорил за свет очень страдающий, за покорение мной земли и страны. Я тот, кто ратовал за то, чтобы действительно сражаться. Я тот, кто горит огнем за то, чтобы действительно быть в злобе. Люди страдающие теперь не страдающими становятся. Люди спорящие теперь становятся неспорящими. Люди сражающиеся теперь к миру идут и не сражаются. Люди злобствующие теперь идут к миру, не злобствуют. Люди, которые имеют сжигание огнем, теперь идут к несжиганию. Люди отвращаются от нас, и мало таких, которые осуществляют деятельность демонов. Немногие уходят от деятельности жрецов Шен, немногие произносят грубые слова демонов. И мою, эту темную страну делают светлой, несуществующей. Демоны насылают на людей мор, эпидемии и тому подобное.
Учитель прочитал заклинание и тем избавил всех от напастей демонов. Сообщается, что божеством-покровителем Идам Шенраба было божество-жрец Белый Свет. Далее демоны под видом его отца, матери, брата и друзей появляются перед Шенрабом и пытаются искушать его, убеждают отказаться от своей деятельности. Учитель прочитал молитву, и все люди этой молитвой стали блаженными, умиротворенными, и этой молитвой он победил армии демонов, которые вошли в его окружение. Князь демонов в расстройстве и одиночестве бежал в свою страну. Закатилось учение демона, а учение Шенраба распространяется. Глава 11. О том, как демон искушал окружение Шенраба. Демон Длинные Руки сидит в своем доме и переживает. К нему приходят демоны Мамо и демоны Масин. Они предлагают ему следующее. Раз он не может победить учителя Шенраба, то стоит взяться за его учеников. Если окружение учителя будет побеждено, то наступит конец ибонскому учению. Армия демонов отправляется в поход на страну Олму, но благословением чудесным милосердия учителя Шенраба между деревьями садов заполыхало пламя, и языками красного пламени была побеждена и отвращена эта армия. Демоны вторично собираются в поход, намереваясь разрушить город, в котором живет учитель. Но из города хлынул поток воды, и демоны были побеждены и отвращены. Демоны снова идут в поход, решив прикончить на этот раз его детей, жену, женщин, скот и учеников. Учитель как раз в это время подвязался в раю. Его сын в этот самый момент в стране Олмо у подножия горы проповедовал верующим ученикам учение Юндумбон Свастикабон о непрерывности бытия, бытие-цепь. 100 мальчиков совершенных появилось, которые совершили вокруг него круг почета и воздали почести. Они сказали: «Мы уверовали в Бон и пришли к тебе. Просим растолковать истинное Бон, причины и результаты». О себе они сказали, что они дети драконов и Деви. Он им ответил, что надо внимательно слушать. Короткое тело, прижатые руки, встав на колени, сложить ладони, затаив дыхание и оцепенев, слушать. Эти слуги демона ему говорят, что любовью не просветить живые существа, и просят рассказать про Бон, которая полыхает, словно огонь гнева. Сын Шенраба им говорит, что обладающие гневом рождаются в аду. Слуги демона просят рассказать про учение Бон, которое кипит, словно поток страстей. Он им отвечает, что обладающие страстью люди рождаются в месте, где связаны души сердца, а если они рождаются людьми, то бедняками, а по смерти попадают в то самое место. Люди демона говорят: «Умных-то ведь немного, расскажи-ка про Бон, что упорядочивает невежество». Он им отвечает, что невежды-кретины рождаются в стране скотов. Если же рождаются людьми, то становятся идиотами-заиками, а потом рождаются в стране скотов. Демоны ему указывают на то, что много завистливых, рождающихся повсеместно, и просят рассказать про Бон, которая появилась как зависть. Возражая им, он говорит, что завистливые рождаются людьми в далеких варварских странах, а если в центре, то военачальниками армии, держащими шелковое знамя, а потом рождаются в диких странах. Демоны выдвигают новый довод. Если мирно обращать живые существа, то таких будет немного, и просят рассказать про Бон, которая бушует, словно ветер гордыни.
Сын Шенраба опровергает это следующим образом. Обладающие гордыней, по его мнению, рождаются в странах асуров. Если они рождаются людьми, то они солдаты, держащие оружие. Демоны ему говорят, что немногие придерживаются правильных поучений, а держащихся еретических много. Он им отвечает, что держащиеся еретических поучений рождаются долгоживущими девами, а если рождаются людьми, то бывают недобродетельными нищими, а потом, накопив причины кармы, рождаются долгоживущими девами. Демоны ему сказали: «Все-то ты врешь», и исчезли в небе. Тогда демоны решили взяться за женщин и одержать победу на этом поприще. Они явились к женам и дочерям учителя и стали их искушать, говоря о сладости сексуальных отношений и порицая учителя Шенраба, который осуждал сластолюбие. Одна из дочерей Шенраба не устояла от искушения и отдалась демону длинные руки. У нее со временем родилось 2 демоненка, и она сама превратилась в ведьму и оказалась в стране демонов. Ее детишки-демонята однажды так искусали свою маму, откусив ей груди, что она была близка к смерти. Учитель, будучи милосердным, сказал, что ее можно спасти, если она вернется и совершит омовение в озере. Ее убедили вернуться, и она отправилась к себе домой, приняв прежний облик красивой женщины. Демонята тоже были спасены и стали людьми. Посрамленные демоны становятся восторженными адорантами учителя Шенраба. В заключительных главах излагается, как демон изводил животных лошадей учителя и опустошал его земли, а также говорится о решении учителя выйти из мира страданий. Он решил уйти, так как выполнил свою миссию на земле. Когда он умирает, то тело его сжигают. Тело умершего Шенраба распалось, и благодаря тому, что душа очистилась сожжением, Юндрун-бон, свастика-бон, заставляет учение полыхать и сиять, как огонь. Появляющееся сжигается огнем. Муки духовные, собранные в сердце, сжигаются огнем мудрости. Другие, имеющиеся в нашем распоряжении бонские священные книги, мало что прибавляют к изложенному выше, поэтому на них мы здесь останавливаться не будем. В дополнение приведем описание бонских священнодействий из китайских источников. Бонские священнодействия описаны в китайских хрониках. В них говорится, что каждый год на царском кладбище среди специально посаженных деревьев собираются царь и сановники для произнесения малой клятвы. Жертвенным животным, баранам, собакам и обезьянам ломают ноги, потрошат живьем и разрубают на куски, а жрец произносит перед духами неба и земли, гор, рек, солнца, луны и звезд следующую молитву. Кто изменится в мыслях и будет питать злоумышление и непостоянство, да истребят тех духи, как сих скотов. Далее в хрониках сообщается, что раз в 3 года совершается великая клятва. Ночью на жертвенник ставят разные яства и закалывают лошадей, рогатый скот и ослов. В заклинании говорят: «Надлежит вам единодушно и всеми силами охранять мой дом. Духи неба и земли ведают вашими помышлениями. Кто изменит сей клятве, да будет тот изрублен, подобно жертвенным животным». В рассказе о посольстве Лю Юандина в Лхасу в 822 году дано описание ритуала клятвы при заключении мирного договора. Жрецы с птичьим убором на голове и тигровым поясом били в литавры.
Клятвенный жертвенник в поперечнике имел 10 шагов, в вышину 2 фута. При чтении клятвы присутствующие помазывали уста кровью. Итак, мы получили, возможно, более полное описание боннской веры и боннской церкви в плане этнографическом и историко-культурном. Но тем не менее мы не ответили на основной вопрос: какого бога почитали и с каким злом боролись ревнители религии Бонн. Из приведенных текстов можно извлечь несколько сведений, опорных пунктов для дальнейших исследований. Первое. Родина Шенраба, длинная долина Олмо, согласно источнику, находилась на континенте Джамбудвипа, тибетская Дзамбулинг, древнее название Индии, а впоследствии и прилегающих к ней стран. Во главе страны Олмо стояли не брамины, а воины-кшатрии. К какому бы времени ни относились сведения изучаемого нами текста, но каста кшатриев никогда не была связана с дравидами, и поэтому указание на господство чистых следует рассматривать как намек на арийское происхождение племени, из которого вышел Шенраб. Второе. Соответственно этому из индийских мифологических реминисценций в тексте выступают только чисто арийские божества Брама и Индра, а дравидские Шива и Вишну даже не упомянуты. Эти два обстоятельства позволяют сосредоточить поиски аналогий среди древних арийских культов. Третье. Указано, что Шенраб – эманация света, а его божество-покровитель – бог-жрец Белый Свет. И это позволяет отграничить боннскую доктрину от древнеарийского политеизма и зороастризма, так как ни в том, ни в другом специальное почитание света в догматику не введено. Известно, что в Древнем Тибете в добуддийские времена тибетцы хоронили умерших в земле. Труп Шенраба был сожжен, и это одно указывает на разницу между Бонн и зороастризмом, ибо в последнем трупы выкладывались на башне молчания, дабы не оскорблять священного огня и земли соприкосновением с нечистым телом. Отметив эти этнографические особенности, попробуем перенести проблему в иную плоскость и подыскать ответ на два вопроса. В какого бога верили боннцы и что являлось у них злом? Несмотря на то, что большинство религий трактует нравственные проблемы довольно сходно, сочетание элементов в каждой из них индивидуально и неповторимо. И самым главным из них является учение о природе добра и зла. Несмотря на то, что практическая этика в теологических системах различается в очень редких случаях и мало, метафизически восприятие доброго и злого, а не полезного и вредного, совпадает очень редко, и то лишь в тех случаях, когда одна религия происходит от другой. Демоны, враждебные Шенрабу, именуются Мара, то есть обман, ложь, зло. Это указание позволяет сразу же отбросить поиски аналогии в древнеарийской религии, где зла как самостоятельной силы вообще не было, и в каноническом зороастризме, в котором Ариман выступает как равноценный соперник Ормузда. Только в христианстве дьявол назван отцом лжи. Но Бонн гораздо древнее апостольской проповеди, и это совпадение надо признать случайным. В источниках постоянно отмечается, что боннская религия требует от последователей активной проповеди и борьбы за правду, а никак не стремления к покою, свойственного буддийской доктрине. Центральные боннские божества трактуются как царь бытия, белый свет, чистое дитя бытия, бог, рожденный из центра неба и так далее. Это значит, что тут мы имеем не поклонение какой-либо из сил природы, а космосу в целом. Вот важное наблюдение, которое приближает нас к цели.
Бону чужда идея аскезы, почитаются наряду с мужскими женские божества. И даже верховный бог Санпо имеет свою женскую ипостась, мать бытия Чучам. И, наконец, текст сообщает, что учитель Шенраб проповедовал не только на Востоке, но и на Западе. В том же произведении Зермиг есть еще одно важное место, а именно, в качестве одного из переводчиков и комментаторов бонских книг наряду с индийскими и китайскими учеными назван мудрейший в Риме Хризостомаратор. Значит, следуя текстам, мы должны искать описанную систему также и к западу от Памира, в Иране и Средиземноморском бассейне, в первые 50 лет до нашей эры и в первые века нашей эры. Поскольку история религии античного мира изучена достаточно полно, можно сказать достаточно уверенно, что только один культ отвечает всем условиям. Это культ Митры, древнеарийского божества космоса, покровителя воинов, борца против лжи и обмана. Культ Митры пережил длинную эволюцию. На заре истории Митра выступает в первобытной ведийской религии как сын Адитьи, природы или бытия, и брат Варуны, эллинским аналогом которого был Уран. Вначале Митра и Варуна почитались вместе, но затем их судьбы разошлись. Уран пал жертвой Сатурна, времени, а Митра остался в иранской мифологии и даже теологии как божество, хранящее клятвы и наказывающее лжецов. В 10-м яште Авесты есть много гимнов, посвященных Митре. Приведем только один, но характерный текст. Ахура Мазда обратился к Спитама Заратуштре, говоря: «Поистине, когда я сотворил Митру, владыку обширных пастбищ, о Спитама, я сотворил его столь же достойным жертвоприношений и молитв, как и я сам, Ахура Мазда. Злодей, который солжет Митре или нарушит договор, навлечет смерть на всю страну, причинит миру такое же зло, как 100 грешников. О Спитама, не нарушай договора ни с верующими, ни с неверующими, так как Митра и для верных, и для неверных». Древний Митра, гений небесного света, почитался наравне с Ахура Маздой, и Дарий Гистасп отвел одинаково почтенные места эмблемам Ормузда и Митры на стенах своей усыпальницы, 486 год до нашей эры. Иногда Митра считается божеством, совмещающим мужской и женский пол. На некоторых митраистских памятниках встречаются символы бога и богини. На многих барельефах Митра закалывает быка или барана, что указывает на связь культа с жертвоприношениями. Но главные культовые действия совершались тайно. Ксеркс специальным указом запретил почитание девов в своей империи, но Митра и Анахита были исключены из списка гонимых богов и упомянуты в надписи Артаксеркса как союзники Ахура Мазды. Однако культ Митры в Иране был вытеснен почитанием Амеша-Спент, и впоследствии Митра выступает как самостоятельное божество, находящееся посередине между Ормуздом и Ариманом. Значение культа Митры в Иране заметно снизилось, а расхождения его с зороастризмом обострились. Зато в Малой Азии культ Митры расцвел. Ему поклонялся Митридат, его чтили киликийские пираты, у которых культ Митры заимствовали римские солдаты, некоторые императоры, например, Аврелиан, Диоклетиан, Юлиан Отступник, а в Иране полководец Бахрам Чубин. Западный митраизм, поклонение непобедимому солнцу, не выдержал соперничества с христианством и исламом и бесследно исчез.
Зато на востоке он сохранился у эфталитов, где поборником его выступил царь Михеракула, борец против буддизма. Царство эфталитов в начале VI века включало в себя Дардистан в Западном Тибете, так что культурное общение между эфталитами и страной Шангшунг было легким и даже неизбежным. Согласно основному тезису митраизма, небо вместе со своей супругой Землей правит всеми другими богами, порожденными основным двуединым божеством. Не этот ли культ мы находим у тибетцев и монголов до принятия ими буддизма? Дальше земля-покровительница, терра-матер, оплодотворенная водой, занимает важное место и в ритуалах, и в учении митраизма, а у бонцев один из основных ритуалов – поливание земли водой. Дым благовоний присоединяется к облакам, в чистую красивую чашку наливается чистая вода и держат ее в правой стороне или руке. Поливают маленькую зеленую травку и держат чашку в левой руке. Кладут потом в драгоценный чистый сосуд. В митраизме 4 основных ветра вместе с 4 временами года обожествляются как гении природных сил. И точно такая же концепция имеется в учении Бон. И самое главное, с Армуздом Митра в мире, а иногда и в дружбе, но Ариман ему враг. Название злого духа на шангшунском языке Эр, то есть первый слог имени Ариман. Митра – божество света, согласно Авесте, на медальоне из киликии изображен в виде молодого мужчины с короной на голове и кинжалом в правой руке, которой он приготовился вонзить в горло жертвенному быку. На нем набедренная повязка, напоминающая короткую юбку со складками, тело выше пояса обнажено. Корона представляет собой узкий небольшой обруч по размеру головы, увенчанный острыми зубцами. Эту корону, символ сияющего света, Митра получил от солнца, над которым он одержал победу. Лезвие кинжала короткое и широкое, рукоятка заканчивается несколькими, одно над другим, шарообразными утолщениями. В Боне аналогом Митры является божество Белый Свет, причем его называют не просто божеством Лха, а божеством-жрецом Лха-Шен. Слово «жрец» Шен у бонцев имело вполне конкретное значение. В Древнем Тибете именно это лицо вонзало кинжал в горло жертвенному животному при совершении религиозных ритуалов. Основатель Бона, учитель Шенраб, считается эманацией света, причем его божеством-покровителем был Белый Свет. Шенраб не имя, а прозвище «совершеннейший жрец». Его родовое имя было, как уже говорилось, Дму, по другим источникам Дмура. Обожествление отдельных лиц имело место также и в западном митраизме. Известно, что царю Тордату Армянскому поклонялись как эманации Митры, а император Нерон даже собирался лично принять участие в церемонии воздавания почестей этому царю как божеству. Теперь обратимся к современным тибетским изображениям Шенраба и сравним их с изображениями Митры из Малой Азии. На тибетских цветных рисунках мы видим Шенраба сидящим на троне, на нем короткая набедренная повязка, тело выше пояса обнажено, на голове корона, точно такая же, как и у Митры, а в правой руке Шенраба золотой кинжал с широким и коротким лезвием и с уже знакомой нам рукояткой. Кинжал Шенраба отличается от кинжала Митры только большей длиной рукоятки, которая вытянута настолько, что весь этот клинок выглядит скорее скипетром, чем орудием убийства.
Изменение формы бонского кинжала объясняется, по нашему мнению, тем, что бонцы давно уже отказались под влиянием буддизма от кровавых ритуалов, которые в настоящее время уже не существуют. К этому следует еще добавить, что митраистский кинжал был введен в реквизит тибетских лам-тантристов, вероятнее всего в VIII веке под Масамбхавой для подавления злых духов, и существует до сих пор, сохраняя свою древнейшую форму. Но не только культовые детали, и не столько они определяют близость учений митраизма и Бона. Восточный митраизм, сохранивший архаические черты, не сделался, подобно западному, религией победы или военного успеха, а остался учением борьбы за правду и верность. Он не превратился в непобедимое солнце, а сохранил свою космическую природу, где солнце было только глаз Митры, а сам он — божество-жрец белый свет. Врагом восточного Митры, как и бонского белого света, были ложь, обман и предательство, причем под последним понималось злоупотребление доверием. Именно эта догматическая и одновременно психологическая черта роднит митраизм с религией Бон и ответвлениями Бона у древних монголов. И, наконец, последний вопрос. Почему митраизм так не ладил с буддизмом, хотя довольно спокойно позволил поглотить себя христианству и исламу? Общее в буддизме и Боне митраизме указание верующим делать добрые дела и стремиться к самосовершенствованию, но понимание добра и цели, ради которой следует совершенствоваться, диаметрально противоположно. Буддисты считают добром либо неделание, либо пропаганду своего учения, которое в конечном счете ведет к тому же неделанию ради полного исчезновения из жизни. Митраисты, наоборот, предписывают борьбу за правду и справедливость, то есть военные подвиги, а во время войны отшельники рассматриваются ими как дезертиры. С точки зрения буддиста, мир – обитель мучений, из которой надо бежать. Прекращение процесса восстановления жизни, то есть безбрачия, обязательное условие спасения. В митраизме Митра – хозяин обширных полей, которым он дает плодородие. Он дает прирост поголовью стад. Он также дает тем, кто честен, здоровье, изобилие и богатство. Он тот, кто раздает не только материальные, но и духовные блага. Короче говоря, митраизм – жизнеутверждающая система. Но если так, то проповедь борьбы с жизнью, утверждение, что прекрасный мир, окружающий нас, майя, иллюзия, что полное безделье – самое подходящее занятие для талантливого человека, и что лучшее средство для торжества добра – это непротивление злу, все это представлялось митраистам-бонцам чудовищной ложью, а с ложью надо было бороться. Так предписывал их закон. Вот почему буддизм встретил такое яростное сопротивление в Тибете и Монголии и победил, да и то не полностью, только тогда, когда внутренние войны унесли в бездну самую деятельную часть населения, а у оставшихся уже не было ни сил, ни желания противостоять новому учению, которое сулило мир и призывало выйти из этого жестокого мира страданий. Тогда в Азии восторжествовала желтая вера. Уже после того, как наша статья была закончена, нам удалось расшифровать древнюю тибетскую географическую карту, которая была опубликована в тибетско-шангшунском словаре. Выяснилось, благодаря этой карте, что страна Олмо – это не что иное, как Элам, под которым имеется в виду Иран времен ахеменидов, город, в котором родился Шенраб Пасаргады. Удалось также установить,
что начало возникновения бонского учения относится ко времени завоевания персами Мидии и Вавилона. Эти эпизоды есть в тибетских источниках, то есть ко времени Кира II. Согласно тибетским источникам, которые корректируются древними иранскими, бонское учение в Иране было почти полностью уничтожено Ксерксом, V век до нашей эры, которого тибетцы называют Кхриши, а также Шрихарша, древнеперсидская Хшаярша. Удалось также разобрать одно темное место из биографии Шенраба, в которой, как мы теперь понимаем, говорится о том, что это сочинение было первоначально составлено в Эламе, где оно и было записано финикийскими буквами.